Здравствуйте, дорогие подписчики «Кактус Медиа». Меня зовут Наталья Тимирбаева, я главный редактор. С нами сегодня Влад Ушаков, экоактивист, журналист. Привет, Здравствуйте. Влад. Здравствуйте. Приветствую ваших слушателей, зрителей и очень рад, что «Кактус», если честно, для меня было открытием, что «Кактус» теперь не только в интернете, в смысле можно почитать, Сайт, но и увидеть. Да, Кстати, ребята только что сказали, что у них есть TikTok-канал, так что обязательно зайдите, подпишитесь. Влад, И вообще мы с тобой знакомы давно, и все много лет назад начиналось с красивых фотографий Кыргызстана, видов, гор. Сейчас на твоих личных страницах красивых гор, красивых мест по-прежнему много, но очень много и некрасивых. Вот в какой момент произошло из просто журналиста, из просто пропагандиста красивых мест ты превратился в эко-журналиста, и почему это произошло? Я уже больше 20 лет в средствах массовой информации, мы хорошо друг друга поэтому и знаем. В определенный момент почему-то немножко подустал от того, что, работая на эту текучку информационную, я просто перестал видеть свою полезность. Просто, например, в то время, когда я работал в вечернем Бишкеке, было такое время, и мы писали, про какого-нибудь бомжа, у которого были там это условно я говорю, отмороженные ноги, и его там из поликлиники, врачи вывезли, под мостом оставили, потому что они не могут у себя дать ему в дальнейшем какой-то уход. То есть врачи были поставлены перед либо его оставить у себя в больнице, но так как еще другие больные пациенты, и они его просто потихонечку вывозят и оставляют под мостом. И мы, писали об этом, и я чувствовал, что это приносит такую полезность обществу. Сразу же подключался муниципалитет, извиняюсь, подключались какие-то, ночлежки, всякие Каламто, и приезжали потом, буквально в течение 2-3 дней, звонили в редакцию, говорили: ребят, он уже пристроен, мы за ним ухаживаем. То есть я чувствовал, что это как-то... Меняем жизнь к лучшему. Да, моя работа приносит какой-то, не просто я ее делаю, выполняю эти механические движения каждый день по фотографиям и по написанию материалов. Потом, просто настал такой период, что мы просто пишем, просто какие-то новости идут, и мы в ответ получаем, вообще ничего, полный зеро. То есть печатное слово просто обесценилось. И когда, немножко осознал это, уволился из всех редакций, занялся своими проектами. Не своими проектами, у меня к тому времени был очень такой хороший наработанный массив людей, с которыми было приятно общаться или какие-то, рядом находиться. Например, Равиль Тимиргалиев, хороший товарищ, друг, с которым организовали клуб путешественников Кыргызстана. И я, 6 лет назад просто ушел с газет и занялся подобными социальными проектами. Почему именно социальными? Потому что это, это не была стопроцентная коммерция. Я продолжал зарабатывать где-то в других местах, то есть на всяких мероприятиях фотографировать. То есть я зарабатывал там, пытался сделать еще что-то, что может в дальнейшем, не просто, то есть то, что может отклик принести. И этот клуб, сейчас он уже 8 лет существует, где KG, он опять же работает не как турфирма, а именно мы просто пытаемся... Давайте отключим телефон. Он работает в формате, именно клуба путешественников, то есть мы сами скидываемся на дорогу, мы на питание, разрабатываем сами интересные маршруты и людям показываем нашу страну. Людям, 90% с нами ездят, это как раз кыргызстанцы. И после того, как ушел с газет, у меня освободилось большое количество
времени, который я стал вот путешествовать по республике. И, в принципе, вот как раз с этих пор, ну, это вот где-то 8 лет назад, просто приезжаешь, смотришь, насколько все красиво, уникально, вот такие поляны высокогорные, там Джайло, горные озера, и потом видишь, что, ну, проблема огромная стоит, что не только в государстве, вот, ну, там, замены условного А на Б, при которой абсолютно ни на что не влияет, а то еще и хуже становится. А уничтожается просто страна. Видишь, вот высокогорное озеро, например, ну, там, условно, Карасу, вот в районе Токтагулки. Изумительные озера, которые просто все перетянуты сетями. Или там тот же Сонкуль, куда... Сети браконьерские. Да, да, конечно. То есть, если вот наблюдали, например, у меня было несколько таких нехороших моментов, когда приезжал, например, зимой с Сокуля, выкладывал, что там, ну, варварски вырубается. Оно сейчас продолжает вырубаться, но, как вот местные ребята сказали, они, говорят, по крайней мере, стали это делать с оглядкой. Уже просто склонами не выкашивать, а раньше просто, как только туристический сезон заканчивался, ну, как бы ребята, которые ушлые, вот, живут в том или ином рядом с ущельем, просто как бы открывалась лесопилка. То есть вырубается везде, где есть ущелье, везде, где есть дорога, вырубаются вот иссыкульские леса. Они вырубаются для чего? Дрова? Ну, скорее всего, не дрова, это облицовка, это какие-то... Древесина. Да, совершенно верно. Сейчас я могу вам... То есть должны же быть как-то лесники, которые за этим все следят? Если помните, это года 3-4 назад было, приехал с очередного, опубликовал, и тогда там был такой веселый дядечка Рустамов, голос лоха, он вообще сказал, что это все ложь, что это, ну, типа, на самом деле все не так, это типа санитарные вырубки, то есть под видом там лесовала, санитарных вырубках вырубался просто абсолютно здоровый товарный лес. Вот в настоящий момент, на самом деле, я вам честно могу сказать, что иссыкульские леса еще чуть-чуть остались не благодаря там какой-то защите, а потому что на рынке достаточно большое количество российского леса. Если бы его не было, у нас бы давно уже были просто да, голые склоны. У нас вся проблема страны, что в Кыргызстане написаны отличные законы, мы вступали во всякие международные организации, мы подписываем всякие меморандумы, но все это просто бумага. Ни один закон на местах не работает, да, вот я в том числе природоохранный. То есть вот мы должны понимать, что экологическая проблема, и вообще это не только в том, что мы бросили мусор, это тоже так, но и в том, что мы вырубили лес, мы вырубили облепиху вдоль. Мне кажется, что люди просто еще не понимают, им кажется, ну, не будет облепихи вокруг Иссыкуля, бог с ней. У меня часто такие диалоги заходят, типа, когда люди начинают говорить, у нас там самая чистая экологическая страна, у нас самая чистая экологическая продукция. Я говорю, ребят, вы посмотрите хотя бы исследования. Вот, ну, последние исследования, опять же, по пищевой безопасности показали, что у нас экологически чистых продуктов на рынке даже не 1%, то есть не 10, не 20, не 30, а 0,8 или 6. Это вот, это действительно исследование, и эту пищу, вот все остальное мы едим. То же самое у нас проблема с воздухом. У нас, вот, например, есть, буквально вчера ездили на мусорный полигон. Да, я видела, да. Ты выложил в своем фейсбуке страшные фотографии. Сколько лет она уже у нас? Ну, больше 20 лет. То есть, причем мне очень удивляет, когда выходят, говорят про какую-то экологичность, про то, что, я говорю, у нас, опять же, чистый воздух, и при этом больше 20 лет горит муниципальная свалка в формате 365/24 и травит не просто людей вот близлежащих районов. Вы, наверное, не знаю, у меня чуткий нос, я иногда иду по Алато, по площади, и запах горел. Да. Просто все зависит от розы ветров, куда ветер дует. То есть люди, например, многие туристы говорят,
ну, с которыми я общался, иностранные, прилетая в Кыргызстан впервые, с трапа самолета спускаются, и, ну, говорит, я, говорит, чувствовал запах горелых тряпок. То есть не, ну, не запах там чистки трав или там наших там свежесть ледников наших, а чувствовал запах вот эти свалки, да, горе. И на Курдае чувствуют те люди, которые вот, мало того, там возле этой свалки очень большая проблема фильтрата. То есть у нас сейчас нету раздельного сбора мусора, скажем, как это было опять же в советское время. Помните, наверное, когда пищевые отходы и, ну, твердобытовые, был раздельный сбор. И это все вместе сваливается в кучу, и вся эта жижа через эти слои мусора, там всяких лакокрасок, всяких там пластмасс гниющих просачивается. И с обратной стороны свалки там есть такое озеро, ну, называется по-научному фильтрат. То есть, ну, по сути, это яд. Мы не только дышим. Да. Мы еще все это... Грунтовые воды, рядом течет река Аларчинка. Совершенно верно. Едим все это потом. Совершенно. Поэтому люди... И эта ситуация не только в Бишкеке. Мы вот буквально, ну, меньше года назад, ну, как бы с командой, ну, как вот Институт экологических решений, вот Гамал Сарамкулов, мы стали работать над картой Экомэп KG. Ну, к сожалению, вот к большому сожалению, мы ее до сих пор не довели. У нас еще 3 области осталось не задействованы. Ну, там в силу каких-то финансовых. Какие области? Мы не были на Рынской, ну так, фрагментарно. Мы не были, ну, вот Нарын, Талас и Орская. Орская это с Чоналаем. Всю остальную страну мы как бы так проехали. Но опять же, то, что нанесено на карте, многие люди впервые открывают эту карту и, ну, говорят, ничего себе, мы вообще не знали. Причем те люди, которые, в принципе, темой экологии занимаются и которые ее мониторят. Да, ситуация страшная. У нас... Давайте я еще раз скажу. Мы говорим с Владом Ушаковым, активистом. Они мониторят экологическое состояние всей страны. Существует Экомэп KG, это ресурс, он есть в интернете. Да. Там нанесены самые экологически неблагополучные районы Кыргызстана. Ну, по сути, там нанесен весь Кыргызстан, кроме тех мест, где мы еще... Потому что у нас нет, вот, к сожалению, Наталь, области, куда бы мы приехали, и вот сказали бы, что у нас все хорошо. Проблема... То есть это ужасно. То есть если нету точек, это не потому, что там все хорошо, а потому что экоактивисты до туда еще не добрались. Вообще это страшно, конечно. Нет, еще я могу сказать, что точек нету там, где нет людей. Просто меня всегда... Я не любил фразы «давайте беречь природу, давайте охранять природу». Эти такие фразы, во-первых, дежурные, во-вторых, от них попахивает такой биполярочкой. Потому что природу охранять не надо. Если только охранять, то от самих себя. Природа без человека будет себя... Ну, вспомни, когда вот мы на 2 месяца нас закарантинили, и мы там никуда... Фазаны сразу появились, там змеи, то есть вот их не было. Ну, вот шутка вот эта знаменитая, когда говорили, что в Иссык-Куль дельфины вернулись. То есть природа без нас чувствует себя хорошо и замечательно. Это мы наворачивая, показывая свою как бы царь природы. Да, величность, мы давайте охранять, любить. Да не надо ее любить. Ее охранять, если охранять, то вот лично от нас. А любить это тоже вот немножко неправильно, потому что, я говорю, любая природа без человека выживет, она себя будет чувствовать замечательно, прекрасно. А вот, к сожалению, мы без природы, просто мы не сможем пить отравленную воду, мы не сможем жить на отравленной земле. Дышать воздухом. Да, совершенно верно. То есть каждый плевок в сторону природы, в нашу сторону, это абсолютно выстрел себе в ногу. То есть, убивая природу, мы в первую очередь убиваем самих себя. Потому что, вот посмотри, статистика, опять же, по воздуху мы заговорили. Посмотри, вот как за последние несколько десятилетий выросло количество новорожденных детей со всевозможными аллергическими, абсолютно вот только что родившиеся дети,
уже страдают заболеваниями стариков, там, 80, там, то есть древних стариков, то есть это бронхиальные, это там астмы, это аллергические какие-то, риниты всякие. И здоровых детей, там, если 1 на 10 рождается, то это хорошо. Это что? Это как раз вот геноцид, это как раз мы просто, опять продолжая, что любите природу, давайте охранять, мы убиваем самих себя. Вот и все. Ситуация вот сейчас чуть-чуть похолодает. Просто многие люди думают, что вот опять же, почему ушел из средств массовой информации. Сейчас такой у нас как бы век, такое время, что он очень информативный, очень информационный, но при этом, наверное, заметила, что люди даже новости читая, они новости не открывают, они просто по названию вот так пробегаются по новостной ленте. Это правда. Может быть, 1-2. Но при этом и вот какую-то серьезную тему заявить очень сложно. Публикуешь, например, в соцсетях или там у себя на сайте какую-то реально петицию, там, призыв, там, одумайтесь, воззвание. Это все смешивается с общим информационным фоном. В лучшем случае там несколько человек, тыкнут и, какой-то отклик получится. А в целом, просто все опускается. Просто люди, опять же, живут в том мире, в котором придумано. Они думают, что на каждое, скажем, заявление средств массовой информации, как по логике это вообще должно быть, что наши последует реакция. Да, совершенно верно. Властей, госструктур. Да, наши госорганы на это реагируют. Но на самом деле, я могу сказать, что все, они вообще либо пытаются, либо когда какой-то митинг происходит, то есть их именно в лицо не тыкнешь, какой-то отклик именно большой. Вспомни, как с ураном, было. Люди вышли, там 1500, и тогда правительство сказали, да, мы уран добывать не будем. Но общество это нужны какие-то такие активисты, которые опять же я сейчас буду говорить, такие мне скажут, я призываю к митингам. Если так, по-другому вообще никак не решается. По-другому нас не услышат. Нет. Мне просто кажется, что сейчас, я должна сказать, что еще несколько лет назад, когда мы писали о смоге, нас обвиняли в какой-то ангажированности, проплаченности. Сейчас уже все понимают, что эта проблема существует. Но при этом каждый думает, что только в Бишкеке стоит нам выехать за полчаса, и все, и там... Наталь, даже полчаса не надо, просто сюда в предгорье, если на панораму заберетесь, увидите, что покрыта смогом вся Чуйская долина. Я буквально сегодня пост публиковал, какая-то строитель, я не буду называть название, публикует, что продает дома в экологически чистом районе. Я им пишу, ребят, можно посмотреть исследования, то, что вы заявляете, что район экологически чистый. Откуда вы это взяли? Мне тут же отвечают сотрудники этой компании, что мы смотрим за мониторингом воздуха. Да, в разных районах. Да, и в этом районе воздух относительно чистый. Я говорю, ребят, так вы, уже людей обманываете. Словосочетание экологически чистый район и относительно чистый воздух. Это абсолютно две разные вещи. Жизненные судьбы. Да. И высылаем фотографии, буквально вчера сделано с пригорка. То есть смог уже над Бишкеком стоит, еще не стали топить этот частный сектор. То есть уголь еще не заработал, над Бишкеком уже километр смога стоит. То есть мы уже им дышим, просто сейчас спасает за счет того, что идет термические потоки, когда тепло, у нас относительная проветримость. То есть он не застаивается, а его сдувает ветерками со всякими с горы. Сейчас, как только наступят холода, сверху будет давить холодный воздух, у нас котловина, и этот просто воздух мы в таком колпаке. То есть он даже никуда уходить не будет. Смотри, у нас в Кыргызстане существует несколько заповедников, которые тоже призваны охранять, как ты говоришь, природу, защищать окружающую среду. Как обстоят дела? Плохо.
и там плохо? Есть пару заповедников, вот там, например, Хантенгри, это туда, куда... Опять же, мы не доходим. Да, да, ну то есть добраться достаточно сложно. Вот самый простой пример. Я был несколько раз на том же Кумторе и видел, что во время добычи там золота, когда вот копались, ну там взрывы происходили, рядом на скалах, вот где ездили эти катерпиллеры с двухэтажный дом, и рядом паслось стадо архаров. Ну то есть единственное место, где, ну как бы в Кыргызстане, где можно было козлов пофотографировать там в 2-5 метрах от себя, это была территория Кумтора. Рядом находится Сарыча-Тыташский заповедник. Потому что она очень строго охраняема. Охраняется золото. Конечно, конечно. Вот. То есть и животные не боятся ни людей, ни машин, да. И, соответственно, чужих нет. Ни взрывов. Рядом находится территория да. Сарыча-Тыташского заповедника. Мы заезжаем на территорию заповедника. Животные нас видят за 2-3 километра, то есть они на следующем склоне находятся, ну прям недалеко, ну там в 1,5-2 километра, и они от нас начинают убегать. Это как раз первый показатель того, что на территории заповедника идет браконьерская охота, то есть выстрелы, и люди, и звери просто, ну, животные боятся людей. Вот не надо ничего там не говорить, что мы там охраняем, что-то делаем. Все заповедники, куда есть дорога хорошая, ну вот сейчас как бы с развитием автотранспорта, то есть раньше было проблематично куда-то доехать. Туда, куда может человек приехать, с заповедниками все очень плохо. Сарычелек, заповедник, который внесен в ЮНЕСКО, де юра. Де-факто вся Ферганская долина туда ездит, как вот мы на Иссык-Куль, там с Баткена, Саша, прям маршрутками туда люди ездят отдыхать. То есть заповедник превращен в зону отдыха. Хотя де-факто там людей вообще быть не должно. Раньше, опять же, вспоминаю те же там советские времена, чтобы зайти даже на территорию заповедника, нужно было через Академию наук получить разрешение. Да. Виноваты люди? Нет. Я считаю, что людям всегда нужно давать альтернативу. Люди хотят отдыхать, и они будут отдыхать, если... Нет правил. Совершенно верно. Даже не нет правил. Но почему бы нам, например, не создать зоны отдыха? Не вот эти вот, извини, не знаю, там... под кем находится вот этот бизнес, когда там приезжаешь к речке и за 500 сомов абсолютно неблагоустроенный топчан, тебе тут же какие-то ребята из тебя сдирают эти 500 сомов, там не вывоза мусора, тут мусор просто в яму складывается, а именно вот как это во всем цивилизованном мире, почему бы не благоустроить рядом хотя бы с этими заповедниками, чтобы люди там по старой памяти ехали, но их можно было разворачивать и говорить: нет, ребят, не вот в это ущелье, а вот рядом, там вас ждет мангал, там тоже, практически то же самое. Ну да, как бы даже озера там есть, просто не благоустроено. Не создать там 5-6 зон, просто это как раз вот перенаправит этот поток, опять же, людей и приучит их, что отдохнуть, шашлыки пожарить, не обязательно ехать в заповедник. Ну, кому это нужно? Это вот, ну, как бы поднимаем, да-да-да. Этот Каратал-Жапырыкский заповедник, Сон-Куль, целую косу, ну вообще озеро Сон-Куль природой создано, чтобы там как бы перелетные птицы выводили потомство, то есть на нем находится небольшая коса, это не огромная территория, ну, которая традиционно была занята гнездовьями. На этой косе заработала куча международных организаций под всякие там болотно-угодья, там, ну, короче, типа создали этот... То есть вложены деньги. Да, огромные, это миллионы. В итоге сейчас приезжаешь на Сон-Куль, идешь вот по этой болотной зоне, там, где, по идее, там пасется скот. То есть вытаптывает гнезда, просто вот, ну, как бы... Соответственно, птицам негде... Нет. То есть заявляешь там 50 там, видов одних, там 60 других, но всего там чайки, вот, ну, то есть вообще
где-то фрагментарно, но, в общем, заповедника нету. Просто все вытаптывается, там люди постоянно ходят, там скот постоянно пасется. Прям на заявленной стоят красивые эти штендера, где написано, что там типа за проходку, там даже не написано, что проход запрещен, а там вы находитесь на территории Каратал-Жапырыкского заповедника, а там просто написано вход 300 сомов. Такое ощущение, что они еще на этом навариваются. Заплатил и делай, да. что хочешь. Любой каприз за ваши деньги. Также браконьерские сети перетянуто, тот же вылов рыбы, то есть и нету. Приезжаешь в Кыргыз-Ату, заповедник был создан в советское время, чтобы, ну, там несколько видов арчи краснокнижной сохранить. Там идет вырубка вот этой арчи, которая, ну, может расти там до 1000 лет, представляешь? Но местные умельцы делают это бишики, вот эти вот арча-биши, это целебным. И, ну, просто особо не парятся. Приезжаешь, видишь вырубку. За 30 лет уничтожили полностью весь кыргызский орехоплод. То есть то, что мы де юра называем орехоплодные леса Арсланбоба, они уже лесами, ну, как бы... Это же просто реликт, это ну, единственное все. место на планете. Смотри, Наталья, когда 30 лет орех начинает собираться, вот он еще зеленый, его уже собирают для варенья. Потом выбирают осенью практически, чем больше, тем лучше. То есть многие семьи живут вот на этом орехе. То есть они не думают, что что-то нужно природе оставить. Природа этот орех растит не для того, чтобы человек там купил себе квартиру, а чтобы там, ну, восстановить свою популяцию. И вот когда за 30 лет ни одного орешка не долетает, еще такое есть понятие черный орех. То есть все, что не успели собрать осенью, зимой после снега, ну, то есть он чернеет, вот они идут и дозбируют. Поэтому приезжаешь в Арсланбоб, 2-3 ущелья проходишь, и, может быть, один росточек ореха ты видишь. То есть любой специалист... То есть смены нет? Да. Вот, то есть эти деревья как дорастут? Да, совершенно верно. Даже если мы завтра с вами поедем в Арсланбоб, будем сажать эти ореховые деревья, все равно настанет период, когда эти деревья еще не вырастут, а старые уже погибнут. То есть вот этот промежуток мы уже в 30 лет, да, упустили. Но мы же с вами не поедем завтра ничего сажать. Вот так. Поэтому сейчас де юра называющиеся леса Арсланбоба сейчас пытаются ввести такое понятие парковый лес. И, ну, все люди, которые в этом немножко разбираются, они смеются. То есть парк и лес это абсолютно разные. Это когда вместо леса будут скамейки. Ну, это, понимаешь, любой здоровый лес, это как любая здоровая нация людей. Ну, например, вот кыргызы, да, или там русские, или там украинцы, не может состоять нация из одних стариков, там, 50-80 лет. Она должна состоять из младенцев, детей, подростков, взрослых людей, стариков. Вот сейчас всей вот этой вот цепочки, она просто отсутствует за счет вот этого варварского выбора, ну, как бы, антропогенного фактора. Плюс выпасается скот, даже те, которые там где-то закатились. Да, то есть даже если вот этот росточек проклюнется, его затопчет корова. Выпас скота, это вот, я думаю, что сейчас, ну, не принято эту тему поднимать, но я вам вот, можем через 10-15 лет вот этот разговор вспомнить. Очень большая опасность в Кыргызстане именно с точки зрения стабильности. Это деградация пастбищ. То есть те, куда традиционно выпасался, ну, как бы у нас вот традиционный выпас скота, он сейчас идет бездумно, в больших количествах. То есть все Земля не отдыхает. Абсолютно. Она не восполняется. Плюс проблема то, что там, где традиционно, скажем, пасли только мелкий рогатый скот или там мелкий скот, там, типа баранов, сейчас на выкорме бычки, то есть крупный рогатый скот, а там, где прошло стадо баранов, это одно, как бы, воздействие на природу, а там, где прошло стадо большое коров, просто вытаптывается вот эта вот корневая система, просто такие просеки образуются, которые там по 500, там, по 1000 лет зарастали будут.
И так по всей стране. По всей стране. Там, где мы объехали миллион проблем. Каждый год у нас, например, я знаю, тоже в «Кактусе» поднимали несколько лет назад проблему загрязнения рек. У нас по дороге Бишкек-Ош каждый год с десяток бензовозов переворачивается. И все, что они везли, мазут, бензин, это все оказывается хорошо, если оказывается в реке. Потому что если в Нарын попало, это братьям-узбекам через границу утекло. Но большая часть переворачивается именно в пойменной зоне, то есть на берегу. И например, если ты проедешь от Сосновки до Тюашу и посмотришь вдоль дороги, там есть места, прям подходишь, берешь землю, и она от мазута, как нефтяные, и это все годами отравляет. Да, конечно. Воды. И не подземная, она просто тихонько там просачивается в эту реку. То есть, опять же, я говорю, легенда, то, что у нас чистая вода, страна чистой воды. Де юра у нас вся вода, которая текущая с гор, считается чистая. Да. Де факто, я говорю, это все уже настолько отравлено. Причем по той же реке Карабалтинки, это опять же, за Сосновкой река Карабалтинка, там вверху она Абла называется. Да. Просто несколько сел, даже без водоотстойников, там водоочистных сооружений, просто помпу, и подается вода в колонки. Люди думают, что это горная вода, ее просто употребляют. И тем самым травятся. И никому до этого дела нет. В Караколе нету ни одного, например, города, чтобы сказать, что все хорошо. То, что бишкекские очистные сооружения в аварийном состоянии, вы их очень хорошо знаете. В Караколе они уже там на 80%, извини, все, чем в туалет сходили каракольцы, высокули, оказывается. В Балыкчах они тоже практически не работают. В Нарыне там это вообще прям целый такой, если проедете вдоль моста, не снизу в Нарын заедете, а сверху, там очистные сооружения как раз на берегу находятся. Там такой амбре на самом мосту стоит, просто водопад фекалий в Нарын просто течет. То есть с невооруженным глазом? Можете зайти на сайт Экомап, там и видео посмотреть. То есть все, и так все везде. То есть когда видишь это и понимаешь, что, а у нас, к сожалению, в настоящий момент экология почему-то только находится на хребтах Акширака, нам жалко 2-3 уничтоженных ледника. И когда говоришь, ребята, в стране-то вообще катастрофа. Страна, например, в мусоре тонет, реально тонет. Любой, нам кажется, что у нас плохо в Бишкеке с мусором. Мы с Гамал Баке, Гамал Сармкулов, это наш почему наш? Потому что мы командой работаем над этим проектом. Он один из таких полевых координаторов, полевых экспертов. Мы, например, проехались прям за Исфану, туда, где последний раз Таджикистана, войнушка была. И там вообще-то даже в населенных пунктах отсутствует понятие свалка. У них есть понятие сай. То есть любое сухое ущелье, любое сухое русло, ближайшее к дому годами, просто мусор сбрасывается, копится. Потом говоришь, а что потом это будет? Потом, да. Говорит, сель сойдет, таджикам несет или узбекам. То есть катастрофичная проблема, нереально. То есть у нас, когда начинают говорить про экологию, говорю, ребят, у нас в стране нет ни одного мусорного полигона. Он говорит, как же, бишкекский, говорит. Я говорю, это не полигон, это свалка. Потому что просто пришел, вывалил. Мусорный полигон подразумевает, сейчас пытается за 22 миллиона евро там что-то построить. То есть это котлован, это специальные, там разные виды почв, грунта, потом специальной пленкой застилают, и потом
вот раздельный вот этот сбор, вот это полигон называется. А то, что у нас есть свалки, есть помойки и помойки стихийные. Вот 3 и САИ на юге, потому что я говорю, у них вот, в таких крупных, там, скажем, как Кызылкия или там Баткен, конечно, есть вот эти центральные свалки, но в основном, я говорю, это понятие САИ, вот в мелких поселках, где, я говорю, там 5-6 домов просто десятилетиями выносят, скидывают свой мусор. Я удивляюсь, это тфу-тфу, вот надо постучать там по дереву, или что до сих пор эпидемии никакой не было. Это вот настолько антисанитария, настолько вот, опять же, если это старая свалка, она обязательно гореть начинает, потому что начинают там вот эти мусорные газы. Опять же просачиваться. Да, все это в грунтовые воды. И, и ездишь, видишь это все. И единственное, что остается, это соцсети. Потому что, опять же, вот последний пример. Мы собираемся, говорим на какие-то хороших вещах, говорим, что нужно эту проблему решить. Потом вроде как на нас даже реагирует правительство. Вот последний случай, когда нас вот весной, в марте, по-моему, месяц собрал этот Новиков, сказал: ребят, я там за экологию, я там решу проблему со смогом, я до сентября мусорка будет потушена. Что-то уже ноябрь. Где Новиков? Смог, вот он. То есть вот и так все везде. Ситуация не разрешается, а только в виде кома, наоборот, с каждым годом все больше усугубляется. Поэтому вы видите, помимо, или когда начинаешь немножко включать логику, вот масса, сейчас вот с девушкой переписываемся, она хочет там ветряки, устанавливать. Хорошее, милое занятие, но потом, когда начинаешь говорить, во-первых, установка ветряков и, скажем, вот этих солнечных панелей, оно по себе тоже не совсем экологично. Есть такое понятие в международной экологии, называется greenwashing. То есть это кажется зеленым, но зеленым по сути не является, такой зеленый камуфляж. И вот эта зеленая, она мне начинает писать что-то про энергетическую безопасность страны, там, национальную. Я говорю, вы посмотрите, что сейчас на Западе происходит, который миллиарды вложил в эту зеленую экономику, там миллиарды потратил, заявлял, что они вот там тоже безопасность, перестал дуть ветер, и все перешли опять на бурый уголь. И люди сидят без света, без отопления. У нас в стране, где можно использовать гидроэнергетику, у нас в каждом ущелье практически река, где можно бесчетное количество мини-ГЭСов поставить. Вот начинают какие-то вот такие туповатые, Слушай, я про мини-ГЭС писала, наверное, я еще в 98-м когда там господин Кулов, да, бил себя в грудь. Господин Кулов. Где Кулов? И где гидроэнергия? Вот. И понимаешь, и это везде. Сейчас начинают говорить, давайте снимем налоги на электромобили. Типа ВОЗ бесплатный, это типа зеленое. Я говорю, ребят, давайте опять же включать логику, не лозунгами говорить. Где мы заряжать будем? Это самая меньшая проблема. Посмотри на автопарк Бишкека. 98% это вся автопомойка мира. Это подержанные японские машины, американские, немецкие. Да, западные. То есть те машины, которые там условно отправили на свалку, здесь они сюда пришли, да, под названием свежий. Мне нравится название свежая машина. Плюс с них еще сняли вот этот с глушителя снимают, забыл это. Какую-то деталь. Которая как раз за выхлопы отвечает. И вот сейчас по городу ездит, в принципе, большая автопомойка. То же самое произойдет с электромобилями. Пройдет, опять же, 20 лет,
в Европе, там, в Японии будут выкидывать свои электромобили с посаженными аккумуляторами. И это все будет массово завозить, там эти Теслы. Машина хорошая, пока она новая, но даже сейчас в Европе аккумулятор использованный можно переработать только на 60%. У нас, извини, в стране даже батарейку из часов переработать не могут. То есть мы, помимо того, что засрали вот этим мусором, Да, испортили воздух, мы до конца угробим всю свою землю вот этими аккумуляторами. Потому что, ну, я говорю, из часов батарейку, которую мы выкидываем на помойку, а если, ну, почитать, что одна батарейка квадратный метр земли просто делает безжизненной. Мы вот этими аккумуляторами убьем просто все, что у нас к тому времени останется. И никто вот об этом не задумывается. О будущем. Это, я говорю, вот 20 лет, и при этом говорят, давайте там вот электротранспорт. То есть давай вот смотри, получается грязный воздух. При этом пытаюсь сказать, что ежегодно в страну заходят десятки миллионов долларов на природоохрану. Куда они деваются? Вот. Ну, международные проекты, круглые столы. Вот сейчас из каждого Кофе-брейки. Вот вспомни снежные барсы. Там, на протяжении там сколько? 6 лет снежный барс мы защищаем, мы его любим, мы охраняем. Потрачено там десятки миллионов долларов на каждое из 3 игр кочевников в юртах шкуры снежных барсов, шубы снежных барсов. Все закончилось тем, что перестали деньги выделять, поняли, что это просто. Сейчас вот любимое слово климат. Климат, из каждого утюга климат, и что? И что? Деревья садят? Нет. Что-то улучшается? Нет. Вот зашел проект, красиво изданный отчет, там деньги потрачены, экология вот как вот летела вот в наклонной плоскости вниз. Причем, я говорю, когда это коррумпированные, я говорю, понимаю, когда это вот местные эти чинуши занимаются, когда международные организаторы в связке с этими чинушами, вот это уже так погано смотрится. То есть им, чтобы свои проекты делать, им нужны подписи наших чиновников, они полностью с ними вот срастились, то есть это вот одна кодла. И когда говорят, понимаешь, что им невыгодно, чтобы у нас что-то менялось в лучшую сторону. Понимаешь, что они просто страной пользуются как хорошей такой стиральной машиной, чтобы, опять же, если у нас что-то хорошо будет, им перестанут деньги выделять, чтобы это, улучшать, да. Поэтому никто, я думаю, нет. Еще мы можем. С этой системой нет. Вот я 100% могу сказать, завтра никто не придет, не скажет, выпустят опять какой-нибудь, форум проведут, выпустят очень красивый отчет. Вот как у нас биосферная зона Иссык-Кулья, там тоже миллионы было вбухано, и что? То есть помимо того, что, Иссык-Куль рассматривать, там проблем помимо того, что мусорных, опять же, свалок, полигонов нет, это только мусорные свалки, очистные сооружения, вырубка, браконьерский вылов. Сейчас очистные сооружения, это вообще интересно, знаешь, что, например, капля химическая, воды там, какой-нибудь фейри, да, условно, делает куб воды абсолютно безжизненным. Да, мертвый. Представляешь, сколько тонн фейри выливается в Иссык-Куль вот с этих пансионатов, любого посудомоечного средства. То есть сейчас Иссык-Куль спасает только его размеры. То есть он просто огромный. Но настанет опять, как ты говоришь, точка невозврата, когда Иссык-Куль просто превратится в мертвое озеро, которое даже очистить будет сложно, потому что, скажем, водохранилище можно спустить, а потом закрыть и опять новую воду. Вот Иссык-Куль это бесточное озеро, просто превратится, оно сейчас уже, водолазы, например, которые многие ныряют и там пытаются очистить все это дело, говорит, оно просто безжизненное, там
плывешь, и там рыбешку какую-то увидеть сложно. Или если видишь рыбешку, то она где-нибудь в китайских сетях. Вот эти. Что делать? На уровне правительства я не буду ничего произносить, меня обвинят. Давай, вот что каждый из нас. В шатании системы начать с себя. Я вот Не бросать мусор. Тут, понимаешь, сложно. Мы вот, есть хорошие ребята, например, которые занимаются уборкой мусора. Ну, они отличную инициативу дают, но потом начинаешь логически разбираться. Они собирают в одном месте мусор. И перекладывают в другое. Да, который там через ущелье или там в соседнем ущелье находится эта свалка, где-то также мусор лежит, коптит небо, портит воду, землю, травит. То есть ну хотя бы в одном месте пусть мы будет, вот лично, а не в 10. Да, ну вот это они просто аккумулируют. Да, аккумулируют грязь в одном месте. Мне кажется, нам всем нужно как можно больше говорить об этом, потому что на правительство, там, на гос никакого абсолютно нету. Вот, бить во все колокола. Да, самое хорошее. Просто говорить, конечно. Вот я говорю, у меня вот желание вот с бишкекской вот этим муниципальной мусоркой просто привести, у них там фонтанчик хороший, привести самосвал мусора, вывалить вот в этот фонтанчик и поджечь, чтобы они ровно день почувствовали то, что чувствуют, ну, все мы. Я думаю, так они же тоже живут, они же тоже не на Марсе, они же в Бишкеке живут. Тут понимаешь, что? У нас люди, ну, в большинстве своем, вот как раз, которые там находятся, мне такое ощущение, что у них мозгов, как у гупешек, вот у рыбок аквариумных, пока вот находятся в поле зрения, они видят это, они что-то у себя в мозгу откладывают. Стоит им отвернуться, они все абсолютно забывают. Но опять же, если я это сделаю, запалю мусор в фонтане, меня, ну, грозит. Каждый из нас, вот особенно журналисты, мы все равно как бы остаемся, у нас есть возможность достучаться до широких масс. Я, например, лично для себя, я 5 лет назад отказался от машины. Когда мне начинают говорить, типа, а что ты сделал? А я говорю, я 5 лет назад отдал свой тазик с болтами, сейчас пользуюсь общественным транспортом. Если где-то нужно, велосипед, к сожалению, еще пока не купил, думаю, потому что у нас обстановка на дорогах немножко страшновато на велосипеде ездить. Но и мне хватает. Вот я свою лепту внес тем, что от меня никакого, даже вот воздуху, ну как бы, я пытаюсь, опять же, сейчас очень любимая фраза у людей, которые поддерживают власть, типа собака лает, караван идет. То есть, ну, я как раз с позиции той собаки, чем больше мы будем лаять, то, я думаю, нас больше людей услышит. А кто этот караван, который мимо проходит, еще разобраться надо, кто в этом караване находится. Спасибо, Влад. У нас заканчивается время эфира. Это был Влад Ушаков, журналист, экоактивист. Мы говорили об экологических проблемах. Их накопилось за это время больше, чем может вместить один эфир и чем может вместить здоровье одного человека. И каждый из нас может что-то изменить к лучшему. Да. Давайте начнем. Но менять надо на системном уровне. На системном, это нужно образование. То есть людям, опять же, говорю, надо донести, что не надо природу любить, беречь, охранять. Берегите в первую очередь себя, потому что в первую очередь, когда страдает природа, во вторую очередь страдаете вы. То есть это даже не сук, на котором вы сидите, вы полностью срубаете дерево. Вы потом вы будете просто умирать, страдать, ваши родные и близкие будут умирать, страдать. То есть не берегите природу, берегите самих себя. Вот у меня призыв такой. То есть это логично, потому что вот это вот царственное, там, давайте любить природу, давайте ее беречь. На самом деле все не так происходит. Как только мы уничтожим до конца, сделаем эту землю непригодной для житья, мы просто первые... Другой земли у нас нет. Да, совершенно верно.
Еще раз напоминаю, что вы можете посмотреть экологический проект, это Экомэп КГ, там нанесены наиболее красные в экологическом плане участки Кыргызстана. Я призываю вот вас, журналистов, чаще пользоваться этой картой. Весь материал, который там выложен, вы можете брать фотографии, видео, он без авторских прав, просто, ну, как бы доносите, говорите об этом. До жителей, до власть придержащих. Да. И я есть на Фейсбуке, очень какие-то вопросы, если какие-то темы хотите озвучить, я всегда открыт к общению. Расскажу, покажу, свожу, ну, как бы, поэтому подключайтесь вот к этой, ну, борьбе. Я не за природу, а за собственное выживание. Я вот Спасибо большое, Влад, спасибо за то, что вы делаете для экологии. Спасибо вам, что вы были с нами. Меня зовут Наталья Тимирбаева, я главный редактор «Кактус Медиа». С нами был Влад Ушаков, экоактивист. Берегите себя. Спасибо. Всем до свидания.